Акшам шерфлерiniz хайырлы olsun, hürmetli seyirciler. Millet telekanalında Açıklaf programması ve stüdyada men Leviza Seyit Bilalova. Bugün salı günü saat 18:30 biz kenedi canlı efirdemiz ve her zaman olğanı kabi diqqatinizga nevbeteki açıq sübetini taqdim etmege biz endi hazırmız. Ve bugün stüdyamızın musafiri Gulnar Hanım Murtazayeva, Ahmetjitbeki Alime Abdannanova adına Hır 4. mektebinin müdiri ve programımızın bugünkü mevzusu Alime Abdannanova'nın adına mektep erişmeler ve inkişaf yolları. Gulnar Hanım, selam aleyküm, hoş geldiniz. Selam алейкум, saygılı vatandaşlar. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Добрый день, дорогие соотечественники. Огромное спасибо телеканалу Millet за возможность выступить в прямом эфире. Gulnar Hanım, siz de çok sağ olunuz bugün gelgeniz için. Elbette ki sizni birinci kere bizim programımızda görmege pek memnunuz. Biz canlı efirdemiz ve men her zaman olğanı gibi bizim seyircilerimizge müracaat ettim. Hürmetli seyirciler, bizim stüdyamızda bugün de canlı telefon çalışa ve eğer de mevzumuz boyunca Gulnar Hanım'a bir sorularınız ya da teklifleriniz olsa mutlaka telefon açınız. Biz beklerimiz. Siz de her zaman olğanı gibi bizim sübetimizin iştirakçısı olabilirsiniz. Bu sebepten unutmanız, hoş olunuz ve biz şimdi başlayalım. Гульнара Ханым, для 44-й школы прошел первый учебный год. Вот знаем, что буквально на прошлой неделе во всех школах Крыма прозвенели последние звонки. Как прошло торжественное мероприятие в школе имени Алиме Абданнановой? В 44-й школе имени Алиме Абданнановой последний звонок прошел замечательно. Я, как директор веренного мне образовательного учреждения, получила целую палитру эмоций. И я надеюсь, что такой же эмоциональный фон был и у наших учеников, у наших родителей и у наших учителей. Последний звонок – это трели, которые остаются надолго в сердце. И я надеюсь, что и от первоклассника до десятиклассника, у нас 10 классов пока, в принципе, все получили колоссальное удовольствие. Ну, Гульнара Ханым, вот как я уже сказала, первый учебный год был для новой школы нашей. Как прошел этот год? Первый год – это достаточно сложно, как первые шаги. Но я приступила к должности директора в феврале месяце. Уверена, что... Но вы до этого также работали в школе? Я работала в образовательных учреждениях, в вузах, высших учебных заведениях, в разных должностях, доцент, профессор. Но в школе, именно в среднем образовательном учреждении, я работаю впервые. Для меня проект такого рода, но это солнечный проект. Получилось так, что когда-то я защищала кандидатскую диссертацию, она называлась «Социально-экономические проблемы возвращения и адаптации крымских татар», и один из блоков социальной политики был блок открытия образовательного учреждения такого уровня, именно в местах компактных поселений крымских татар. Поэтому, когда этот проект в реалии был, собственно говоря, реализован и открыт, для меня большая честь возглавить школу, ту школу, о которой я мечтала очень долгие годы в своих научных исследованиях. Ну, чем был ознаменован этот год, если вкратце? Если вкратце, ну, всегда все, что начинается впервые, но это прежде всего адаптация. Адаптация учителей до образовательного процесса, адаптация учеников до учителей, адаптация нас всех в едином пространстве, именуемом школа. По-моему, все случилось очень хорошо, и результатом этого был последний звонок. Учителя, 70% учителей школы – это молодые учителя. Это и хорошо, это и сложно. Это и ответственно, это и перспективно. Наши дети – это, конечно, уникальное явление. Я лично, будучи в должности директором, поняла одну простую вещь. У меня даже поменялся характер, и мое сердце стало теплее, добрее, трепетнее, потому что, когда ты видишь начальную школу, когда ты видишь наших замечательных детей, которые думают на крымско-татарском языке, у которых своя поведенческая ментальность. И, в принципе, весь этот год учителя трудились. Управленческий персонал административный делал все, чтобы учителям было комфортно. Хозяйственная часть работала на высшем уровне для того, чтобы всем было в этой замечательной, красивой школе не просто комфортно, а все службы исполнялись. А дети, по-моему, получили удовольствие, потому что, когда я приглашаю их в кабинет, и нарушителей, и ненарушителей,
Самое светлое – это их глаза, которые всегда говорят о том, и как не спросишь, первый ответ: нравится в школе, нравится очень. Вот. Ну, есть, конечно, свои сложности, когда что-то новое, адаптируются психологически дети не просто в классах. Они пришли с разных школ, каждый из них по-своему, это возрастная психология, каждый ведет себя специфически, но тем не менее в конце года, по-моему, вот как я ощутила, есть сплоченность, есть коллективы, есть учителя, классный руководитель. Они с такой гордостью шли во главе с каждой своего класса, и каждый из них был убежден, что его класс лучший. Гульнара Ханым, сколько в этом году выпускников получают аттестаты? И, собственно, как в школе проходила подготовка к ЕГЭ, к ГИА? И когда будут проходить экзамены? Или они уже начались? В нашей школе еще пока нет 11 классов, у нас есть только 9 классы. Да, это государственная итоговая аттестация. Наша школа, нужно вот в этом плане отдать должное, это самое главное достижение за год. 18 мая, в очень удивительную дату, мы получили свидетельство о государственной аккредитации на возможность получать образование общее. И, в принципе, это позволило нам всем выдать аттестаты и допустить до итоговой аттестационной комиссии 55 человек, выпускников 9 класса. И мы, значит, получили соответствующие приказы с Министерства образования, с Управления образования, которые говорят о том, что все наши ученики допущены, и все 55 пройдут государственную итоговую аттестацию. Сейчас она успешно началась сегодня. Сегодня первый раз 9 класс пошел сдавать русский язык и писал сочинения. Дети очень эмоционально реагировали. Они у нас вообще удивительные, ведь учащиеся 44-й школы – это география, микрорайон Фонтаны, Ахмечеть – это наши дети, которые совершенно… У них какое-то трепетное отношение к происходящему. И когда всех собрали, 8-я школа, 40-я собрала наших детей, все директора выделили: вы отличаетесь сплоченностью, вы отличаетесь внешним видом и вашей эмоциональностью. А эмоциональность проявилась в том, что даже молодые люди, будучи достаточно такими сдержанными, они вот как-то переживали, и у них было волнение на лице, что они впервые сдают со слезами на глазах. Не с истерией, а со слезами от того, что это случилось, и они уже переходят немножко новый этап своей жизни. Сейчас они сдают русский язык, это обязательный экзамен, потом 5 числа обязательный экзамен математика, и на выбор еще 2 предмета, это биология, обществознание, физика и информатика. Наше большинство предпочли, как неудивительно, биологию сдавать и предпочли физику. Но я все-таки делаю, что упор, почему это случилось, учителя. Учителя, да. Вот биолог замечательный, и замечательно у нас учитель физики. И я думаю, что она смогла увлечь, и поэтому они выбрали эти предметы. Ну, до 5-го все закончится, а дальше уже будем подводить итоги. И посмотрим, как у нас из 55, сколько человек пойдет в 10 класс. Это вот будет вопрос, в принципе, связанный с тем, как они пройдут итоговую аттестацию. Ну, пока вот, в принципе, если у скольких учеников есть намерение продолжать учебу, а сколько вот все-таки, какой процент планирует поступать в учебное заведение? Мы проводили анкетирование, вот, причем дважды проводили. Почему-то на первом этапе, наверное, процентов 60. Это, наверное, они не совсем пообщались в семьях, либо еще что-то, что потом они пересмотрели свои позиции. Процентов 60 изъявили желание учиться в профильных образовательных учреждениях дальше. То есть уйти в юридические колледжи, либо торгово-экономические колледжи и учиться дальше по профилю. Но перед государственной итоговой аттестацией, еще раз прошла аттестация, удивительно, то есть и процентов 70 хотят идти дальше в 10 класс. Но посмотрим по факту, как они будут сдавать, как они, в принципе, себя покажут на экзаменах, и будем думать. Если получится из 2 9 1 10, наверное, это минимум того, что мы можем. Я лично, как директор, вообще сторонник полного 11-классного образования и дальше уже перспективы. Но это мое, может быть, субъективное мнение. Есть ли такая практика, что школа выдает направление своим выпускникам для поступления в вуз?
Нет, пока еще нет. Практика такая имеется, если есть профильные классы, и если есть взаимодействие с высшими учебными заведениями. У нас вот было комплектование в управлении образованием, мы пока не предоставили шанс иметь в нашей школе профильные классы. То есть мы, имеется в виду администрация школы, согласованно решили, что профильных классов пока не будет. В силу того, что мы еще не поняли, ну, собственно, на что способны наши дети, а любой профильный класс – это более углубленное изучение либо точных наук, либо гуманитарных. В силу этого пока еще у нас коммуникации с вузами нет, но я надеюсь, что будет в перспективе. Наверняка. Да, потому что мы, конечно, и я, наверное, по своему складу такой вот сторонники инженерии, и поэтому будем, в принципе, в этом направлении двигаться, в силу того, что планируем даже открывать технопарк. А это будет в будущем уже понимание, как наша школа, начиная с начальной, дальше общей, будет в будущем выбирать свою профессию. Вы в предыдущем ответе вот упомянули, что многое зависит от педагогов, правильно? На сегодняшний день вот педагогический состав полностью ли укомплектован в школе? В связи с увеличением контингента, вот так бы я сказал, то есть если сейчас у нас 785 детей, то планируется на будущий год уже 920, в связи с тем, что к нам идет первый класс. У нас вакантные места будут в силу того, что нам нужны будут еще учителя. Сейчас тот преподавательский состав, который есть, он полностью укомплектован, но есть сложности определенные, как у любого начинающего учебного заведения. Мы получаем определенные, так сказать, рекомендации в хорошем смысле слова от родителей, от родительского комитета, чтобы мы улучшали качество знаний. Мы работаем с молодыми учителями. Каждый второй учитель – выпускник КФУ, либо Крымского федерального университета, либо Крымского инженерно-педагогического института. И понятно, что они хотят, они с желанием, но пока еще нет того опыта, который бы предполагал. Но, тем не менее, иной раз молодой учитель, он обучаем. Поэтому мы запланировали ряд семинаров на лето, постоянно действующие семинары по методологии преподавания, постоянно действующие семинары по психологии. Вот как я вижу, больше проблем с психологией. Не каждый понимает, что такое возрастная психология. Поэтому 5 класс – это не значит, что 10. Даже вот преподавать математику в 5 – это не значит, что ее также можно преподавать в 10 с точки зрения восприятия аудитории. Поэтому учителя есть, но вакансии тоже будут. Будут вакансии по русскому языку, и по иностранным языкам, и по крымско-татарскому. У нас сложности, и не каждый может преподать крымско-татарский язык так, чтобы ребенок понял. Учебники не достаточно не на уровне том, чтобы их давать собственно, для среднеобразовательной школы. Они, может быть, на вуз рассчитаны, но не для наших малышей, немножко сложности есть. И хороший учитель крымско-татарского языка, и хороший учитель начальной школы, где обучение до 5 класса полностью всех предметов на крымско-татарском языке, это сложно. Поэтому я буду работать все лето для того, чтобы каким-то образом, у нас есть заявление, приходят выпускники КИПУ, приходит и более старшая возрастная категория учителей, но мы будем проводить конкурсный отбор, чтобы удовлетворить требования и наших детей, и наших родителей, потому что родители – это особая часть, я стараюсь им уделить по максимуму внимания, но мы обязаны учитывать их мнение. Конечно. Гульнара Хан, уже в сентябре порог школы переступят самые маленькие наши соотечественники, придут первоклашки. Уже ведется прием заявлений, собственно, как проходит отбор в школу? Ведь желающих наверняка больше, чем сама возможность принять количество учеников. Вот, если честно, это та цифра и та ситуация, которой я радуюсь на сегодняшний день больше всего. Мне кажется, мы просто рождаемость в семьях крымских татар, в частности, объясню почему. В нашей школе 10% учатся лица и других национальностей, но в основном это представители 90% это представители крымско-татарской национальности. И получилось, что сейчас на сегодняшний день, на 29 мая 2016 у нас уже 18 года у нас уже, в принципе, принято
162 заявления в первые классы. Это уникальная цифра, то есть 2011 год приходит, и получается на тот период каждая вторая семья уже вот на сегодняшний день имеет по третьему ребенку. Дети детей, родившихся в Крыму. Очень интересная цифра. И это уже практически 7 первых классов. Ну, 7 мы, конечно, даже уже по Санпину, я не знаю, как будет работать дальше школы, пока мы принимаем только географическую карту, никого дальше. И самое потрясающее, это то, что у нас 2 первых класса было с крымско-татарским языком обучения, и эти классы уже полностью заполнены. К одному учителю рвутся так, что уже 100 человек только к одному учителю записался. Видимо, вот так слухи-то распространяются, как учат. И поэтому сейчас идет, скорее всего, сейчас начинается набор уже даже в 3-й класс с крымско-татарским. Это языком обучения. Я считаю, что это огромное достижение. Эти дети, еще раз повторяю, они заставляют вести себя совершенно иначе. Я вот вижу пробел, что я вот не могу думать на крымско-татарском языке. Я понимаю, а они думают, мыслят, и их поведение ментально совершенно отличается от средней школы. То есть начальная школа – это, возможно, то, во что мы вложимся, и что мы на выходе в 11 классе, наверное, получим что-то такое интересное поколение. Гульнара Ханым, ну и немного вот о школе. Наверняка за этот год, пусть это еще совсем небольшой срок, но наверняка в школе сложились какие-то свои определенные традиции. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. То, что касается традиции, я считаю, традиция – это то, что имеет какую-то свою изюминку, из года в год повторяется. Но пока за этот год сказать вот о какой-то традиции, я считаю, что вот у нас традиционным будет, мы сейчас создали практически полностью гимн школы. Вот. Мы любое мероприятие будем начинать с гимна школы. 44 имени Алиме Абдынановой. Да. В нашу школу пришел учитель Алия Диляра Веровна Уральская, Алия Кенжали. Это достаточно известная поэтесса крымско-татарская. Она написала стихи, в которые, собственно, все. Любовь к родине, любовь к отечеству, любовь и патриотизм, в принципе, рядом с именем Алиме той же, и музыка вот сейчас создается, на которую будет писаться этот гимн. И я надеюсь, что 1 сентября, там, все памятные даты, какие бы ни были на будущий год, мы будем начинать с этого гимна. А вот так, чтобы традиция, это будет видно дальше. Да, наверное. Это будет видно дальше, потому что всего год. Да. Гульнара Ханым, вот продолжая эту тему, вот какую работу проводят педагоги в части именно патриотического воспитания наших детей? И, собственно, знают ли сами ученики, кто такая Алиме Абдынанова? С патриотическим воспитанием на этом этапе, мне кажется, все замечательно. Объясню почему. Потому что, в принципе, опять возвращаясь к цифре, что в школе всего лишь год, мы сейчас работаем 2 крупных проекта, и 2 они уже запущены. Это класс 5, уже 2 5 класса, мы думали 1, а собрали анкеты целых 2, которые именуются «Соколы Амитхана». Да, «Соколы Амитхана» – это класс, который на будущее у нас вот народ, я смотрю, очень относится с большой симпатией к летному делу. У нас очень много и гражданских летчиков, и военных. Поэтому думали, чтобы как бы увлечь, чтобы, в принципе, у нас наше шефство над нами взяли какие-то соответствующие структуры, чтобы дальше наши дети имели возможность и двигаться, и учиться в учебных этих заведениях. И вот протокол о намерениях уже составлен между нами и Краснодарским высшим военным училищем. Это Качево, вот как бы бывшее, где учился Амитхан. На будущее мы вот готовы с ними сотрудничать, и они готовы каким-то образом нас поддерживать. И я надеюсь, вот это раз. То, что касается Алиме Абдынановой, у нас проходит очень много круглых столов, очень много, нужно отдать должное и сказать спасибо представителям Крымско-Татарского музея, которые приходят просто по собственной инициативе, читают лекции детям, рассказывают, а дети у нас уникальные. Они заранее готовятся, самое удивительное, они заранее просят тему и заранее задают такие вопросы, в которых они уже сами компетентны. И вот по поводу Алиме было несколько встреч, несколько мероприятий, круглых столов и в библиотеке, и, в принципе, в нашем огромном актовом зале. И в целом у нас есть территория, которую нужно оснастить. То есть на будущий год мы планируем открывать музей Алиме Абдынановой. И там будет не только Алиме, но и вообще крымские татары, участники Великой Отечественной войны. Нам
Опять же, те же служащие музея обязались помочь, но надеюсь, что с этим все сложится. И традиционно у нас учится семья Алими Абдунановой, то есть ее правнуки, вот, их 3, и они все учатся у нас, и ее внучка, и они, в принципе, всеми снабдили нас последними историями семьи, и я надеюсь, что вот их инициатива, она, в принципе, обретет такие формы совместно с нашей. Вот. Ну, я надеюсь, что этот музей заиграет новыми красками. Чем занимаются ребята вне уроков, скажем так? Есть ли какие-то группы продленного дня, возможно, дополнительные занятия, программы по внеурочной деятельности? Возможно, что-то планируется, какие-то нововведения в новом году учебном? Ну, как в любой школе, образовательное учреждение, в любом, у нас тоже есть внеурочная деятельность. У нас есть группа продленного дня, то есть наша начальная школа, они находятся в школе до 18:00. То, что касается внеурочной деятельности, она проходит в разных направлениях. Ну, это прежде всего нравственно-духовное, это оздоровительное, спортивно-оздоровительное, это культурное, это интеллектуальное. То есть, если начать с интеллектуальное, это занимательная математика, ментальная математика, это занимательная физика. То, что касается культурной, это разного рода кружки хореографии, вокала. То, что касается социально-нравственного, это крымоведение, это религоведение. И то, что касается оздоровительного, это секции по физкультуре. Положа руку на сердце, вот честно говоря, мне кажется, что вот сейчас у нас стоит проект, группа инициативная есть, и под моим руководством мы, скорее всего, на будущий год хотим открыть школу искусств второй половины дня, в итоге которой будет создание детского крымско-татарского музыкального театра. А это уже вся вторая половина дня занята, это и кружки хореографии, это и вокал, это и актерское мастерство, это и центр доп. Образования по изучению крымско-татарского языка и, соответственно, актерского. И я надеюсь, что через год мы покажем какой-нибудь замечательный спектакль, и телеканал «Милет» предложит его всем телезрителям. Обязательно. Гульнара Ивановна, ну а сами ребята, вот они не устают вот еще заниматься какими-то дополнительными, скажем так, курсами, лекциями и так далее? Вот как они сами относятся к этому? Вы знаете, вот то, что касается девятиклассников, вернее, старшей школы, мне кажется, вот они не очень-то заняты, они очень были счастливы, когда их увлекательно заняли проектом «Крымский вальс». Мы, кстати, получили номинацию в этом конкурсе общекрымской. Мы вообще, наши дети получили очень много наград за этот год. Это удивительно. Вот на последнем звонке мы, так сказать, каждому выдали эти награды. И расскажите вкратце тогда, что за награды? Да. Ну, если начинать со спортивных достижений, то это просто уникально. Вот ниже 1-е, 3-е место. 1-е, 3-е, то есть 12-х, 15-х нет. Ну, например, наш ученик Котяров, имя сейчас вот 5 класса, он завоевал 1-е место во всероссийском конкурсе, не конкурсе, а спартакиаде по таэквондо. То есть это даже не республиканский? Нет, всероссийское все у нас вот идет. Тут же, например, то, что касается каких-то вот выступлений, тот же «Крымский вальс». Мы завоевали одно из призовых мест на муниципальном конкурсе среди старших классов, а совершенно уникально выступили наши ученики 9-10 классов, они стилизованно так это все исполнили, проводили с большим желанием почти весь рабочий день в школе. В результате, к сожалению, оказалось, что там возрастная категория их не проходит, а так бы они получили гораздо выше премию. У нас ученик 5 класса, он завоевал 1-е место, чемпион чемпионов в Казахстане по ментальной математике. Это удивительно. Есть чемпион чемпионов, вот, и он, собственно, да, Бекиров. И тоже, вот, в принципе, я считаю, это очень достойное место. То есть, если говорить обо всех, мы каждого отметили на линейке, и они были счастливы. Гульнара Ивановна, у нас буквально 2 минутки остается. Какими будут ваши пожелания в будущим выпускникам, учащимся, педагогам, ну и, конечно же, родителям школы 44? Да. Ну, во-первых, начнем с самых главных. Пожелания будущим первоклассникам. Вот любая школа – это полоса препятствий, которую нужно преодолевать, постоянно преодолевать и дойти уже до финала. Вот я им желаю на усердие, и чтобы каждый приход в школу доставлял им радость, а уход, расстраивались, чтобы они. И, собственно, чтобы их учителя понимали, кто перед ними. Дальше то, что касается учителей.
очень хочу, чтобы они наконец-то понимали, что такое психология, побольше занимались именно возрастной психологией. Желаю им улучшить свое качество образованности, потому что любая образованность – это воспитание плюс знания. Они готовы давать знания. Вот пусть и работают над собой, усердие и улучшение их качества знаний. То, что касается родителей, ну, опять же, повторюсь, лицо матери – это его дочь, лицо отца – это его сын, и поэтому полностью все выполнить школа не может, как бы она ни относилась с любовью к их детям. Поэтому, вот опять же, вы хотите получить образованного ребенка, но, опять же, любое образование – это воспитание знаний. Хотелось бы побольше, чтобы уделялось внимание детям тоже дома, чтобы, в принципе, они были воспитанными детками и спокойствие в очаге семейном. То, что касается учеников, которые учиться остаются, ну вот я желаю им психологической совместимости в классах, потому что это очень сложно. У нас каждый второй желает стать лидером, особенно старшеклассники. Поэтому желаю, чтобы они понимали, что лучше дружить, любой мир лучше, чем война. Поэтому я желаю им понимания, взаимопонимания на будущее, опять же, усердия. Ну и всем здоровья. Ну, а нашу любимой школе, Гульнара Ханым, мы желаем процветания, достижения новых высот и, конечно же, благодарных учеников. Сізге çok sağ olunuz. Бүгін студиямызда мұсафыр olғаныңыз үшін сізні көрмеге пек мемнун едік. Sağ olunuz. Çok sağ olun size de. Урмәтле сәйірчілер, мен хатırlatам, бүгін студиямыздың мұсафыры Ахмеджеттеки 44 санлы Алиме Абдынанова адына мектебінің мудирі Гүлнара Муртазаева олды. Бөлелік не ачықлав программасы сонына келіп, сізге ей ақшамлар тілей. Көрішмек үзірем, салық не қалыңыз.